первую очередь хотел, если есть такая возможность, Рашида Яхьяевича попросить выйти на сцену. Но в Айлар не привыкли приходить с пустыми руками и уходить тоже, честно сказать. Поэтому хотели вот от нашей организации, от Центра Ногайского ЭДГ Астраханской области вручить вот такую вот брошюру «Астраханские ногайцы» без Айлар. Здесь вкратце описано, насколько крупно делимся, какие особенности мы имеем, как проживаем, с какого момента и где. Во-вторых, хотелось бы вручить тоже от нашей организации вот такую почетную грамоту, в которой указывается, что Астраханская региональная молодежная общественная организация Центра ногайской культуры ЭДГ выражает благодарность региональной общественной организации «Содействие сохранению языка и культуры наследия ногайского народа» Ногайской общины города Москвы и лично директору Рашиду Яхьяевичу Акадиеву за работу по популяризации ногайской истории и этнических видов спорта. Здесь вот на фоне это гравюра 18 века Карагаша. И также от лица всех ногаев Астраханской области хотелось бы зачитать приветственный адрес в такой вот месяц. Кадрлы ноғайлар, кадрлы кардашлар, мы прибыли по зову ногайских братьев, живущих в столице нашей державы России, из столичного региона Золотой Орды, там, где течет Анна-Идель, мать Волга, где каждый уголок, камень и песок связаны с героями древних ногайских эпосов и Шижире, Бабая-Туклеса, Едыге, Асана-Кайлы, Мамая, Тастугана, где началось и продолжается ногайское возрождение, связанное с именами Абдрахмана Умерова, Абдулхамида Джанибекова, Басира Абдулина, Булата Салиева и многих других. От лица последнего форпоста ногаев на землях Ногайской Орды, от ногаев-юртовцев, Карагашей, Кундрау и Утаров, передаю вам икон «Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Мы ценим усилия всех ногайских активистов и общественников в разных регионах по возрождению ногайской культуры, истории, языка и популяризации спорта, в особенности его этнических видов. Каждый такой вклад ценен. Наше драгоценное наследие, наши истории, эпосы, исторические личности – это последнее, что у нас осталось, больше почти нет ничего. Но именно в них, в эпосах, в истории заключается зародыш, зерно возрождения ногайского народа. Потому нельзя его ни с кем делить. Ведь разрезанное зерно уже не взойдет, а дом, разделившийся, сам себе не устоит. Тем более нужно беречь его при попытках присвоить фальсификаторам истории. Сейчас, в дни священного месяца Рамадан, я хочу напомнить, что само имя нашего народа происходит от имени Беглербека Нугая, лидера мусульманской партии Золотой Орды, в которой вместе были предок Эдыге Янжи Мангыт и Чингизид Уран-Тимур, предок наших ханов Гиреев, а также асы, кипчаки, мангыты, кунгураты и прочие племена. Ислам объединил наших предков, половцев, монголов и печенегов, сделав нас единым народом Ногайской Ордой. Золотая эпоха Алтын-Орды связана с именами правителей мусульман Берке, Ногая, Узбека, Эдыге. Благодаря исламу и сохраняется до сих пор ногайский народ. Это его становой хребет, вместе с языком и с историей. Да примет Аллах наши посты и наши намазы. Сейчас мы все как никогда нуждаемся в единстве, но для этого единства нужна концептуальная основа, которая поднимет нас снова на высоту и сделает образцом для народов Большой Евразии, чтобы внести свой вклад в дело процветания нашей Родины. Эта концепция должна не разделять и противопоставлять братские народы, но объединять и направлять их ради общего блага и процветания. Вот такое истинное единство нужно для всех народов России, без деления на высших и низших, без розни. Самобытность нашего ногайского народа, уникальные черты его истории и культуры, которые ни с чем нельзя спутать, должны быть для нас ориентиром, элементом этой мозаики, составной части красоты всей России. От трудностей к процветанию,
от прошлого к будущему. Также хочу попросить всех сделать дуа для наших братьев, которые сейчас находятся на специальной военной операции, встречающих пост в этот месяц на передовой. Если есть возможность, Рашид Хазрат, дуа сделать.